Assalamu alaikum, xayrlı axşamlar. Sağlıqlı telekanalının telesiyercilere bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam. Növbeteki 35 dakika devamında Kırım ve Kırım etrafında yüz bergen sonki ve en aktual haberler hakkında tarif edeceğimiz. Lakin müzakerelerge geçmezden evvel yayınımızga Roman Spiridonov'na bağlamağa isteyem. O bizni şimdi yaşatı. Roman, selam aleykum, tarif et. Bugün zaman informasyon programmalarında nasıl haberler var? Алейкум селям Гульсум. Мы уже готовы рассказать о таких новостях. В Брюсселе стартовал 22-й саммит Украины и ЕС с участием президента Владимира Зеленского. Это первый саммит, который состоится в двустороннем формате в реальном времени, не по скайпу, не в онлайн-версии. Первый с начала пандемии коронавируса. По прибытию на саммит Зеленского уже поприветствовал президент Европейского совета Шарль Мишель. Оба политика пока не делали никаких заявлений, перед встречей для прессы не делали никаких заявлений. Известно, что обсуждают там темы, связанные с имплементацией соглашения об ассоциации, о преодолении последствий пандемии коронавируса, особое внимание ситуации в оккупированном Донбассе, и будут говорить о как координировать усилия для деоккупации Крыма и защищать права крымчан. Но накануне этой встречи, накануне этого саммита Владимир Зеленский дал интервью изданию «Политика Европы», в котором заявил, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Он отметил, что если не говорить с Путиным, то мы не сможем полностью вернуть наши территории, и добавил, что именно возвращение наших политзаключенных никогда бы не произошло такого диалога. Но вот пока Владимир Зеленский говорит о таком диалоге, диалог с Путиным продолжает вести Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Он сейчас находится в Москве и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Пока подробностей о том, о чем они разговаривают, нет. Известно, что на этой встрече Виктор Медведчук рассказал Владимиру Путину о том, что когда летом отдыхал в Крыму, он вакцинировался от коронавируса российской прививкой. Вот такие новости о диалоге с Путиным. Будем говорить о ситуации в Крыму. Оккупационный суд допросил эксперта-оружейника по так называемому делу Эльвира Аметова. Председателя Судакского регионального меджлиса оккупанты обвиняют в незаконном приобретении, хранении оружия из-за старинных музейных экспонатов, которые были найдены в его домашнем музее. Силовики ворвались в его дом в сентябре 19-го. Они напомнили, фактически уничтожили всю его коллекцию, которую он собирал 20 лет. И среди экспонатов, которые изъяли, были, например, наконечники копий, стрел, топоры, ножи и неработающий револьвер. Вот именно его пытаются в суде предъявить как огнестрельное оружие, которое может быть использовано для нанесения какого-то вреда людям. И вот вызвали на это заседание эксперта, который не смог подтвердить, сможет ли это оружие нанести какой-либо вред. Тогда в этом суде объявили о перерыве, и теперь туда хотят вызвать эксперта, который делал первоначальную экспертизу еще на досудебном следствии. Подробности этого дела мы расскажем сегодня в выпусках. Будем говорить о ситуации с коронавирусом. Там уже 130 заболевших на всем оккупированном полуострове, и 5 человек только за последние сутки умерло от этой болезни. Но ситуация ухудшается тем, что болеют и медики, из-за этого закрываются некоторые больницы, роддома. Люди выстраиваются в огромной очереди, чтобы сделать КТ, потому что аппаратов не хватает, а есть только в частных клиниках, но стоит это около 5000 рублей. Тем не менее, в Крыму ждут еще увеличения наплыва больных, потому что в России, в Москве объявили локдаун. Там школы пошли на каникулы, и многие из родителей отправляют своих детей снова на полуостров для того, чтобы те отдыхали в оккупированном Крыму, тем самым будут вновь и вновь завозить инфекцию на оккупированный полуостров. Об этом мы подготовили наш сюжет.
И хорошая новость. В Украине появится монета с Ахмед хан Султаном. Национальный банк Украины завтра вводит в обращение памятную монету номиналом 2 гривны с изображением крымско-татарского летчика. На аверсе монеты герб Украины, стилизованная композиция, символизирующая воздушный бой, самолет Второй мировой войны, и под которым находится тень сбитого вражеского самолета. А на реверсе монеты портрет самого Ахмед хан Султана и символическое изображение кабины самолета. Всего выпустят 30 тысяч таких монет. Выпуск приурочили к столетию со дня рождения летчика. Он 25 октября родился 1920 года. Вот о таких новостях мы будем сегодня говорить. Ну и не только об этом, конечно же. Поэтому не забудьте включить наши новости в 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум. Çok sağ ol Роман. Mutlaka seyredecekmiz. Роман Спиридонов bizim muhbirimiz bizle canlı Bağday'da zaman informasyon programmalarında neyakta tarif ediciligini aytib berdi. Saat 19'da Ukrayn tilinde Leonid Tumerovanın, saat 21:00'da Şevket Namatallayev'nin seyretmeyi unutmanız. Kırım Tatar tilinde saygılı arkadaşlar. Men ise Роман aytib geçken haberler üzerinde Subetimizni ve yayınımızı devam ettirmek isterdim. Mühim meseleler sırasında bu elbette ki işgal etilgen Kırım'da koronavirüs ile bağlı vaziyet. Bizim muhbirimiz Vladislav Sujuk bu mesele etrafında böyle bir levha hazırlagan. Tafsiyatlıca işgal etilgen Kırım'da koronavirüs ile vaziyet neden ibaret olganını tarif edecek. Gelin sonu bakayım. Так нині виглядають черги до сімферопольських лікарень. Люди ледь не б'ються за право записатися на прийом до терапевта чи зробити планове щеплення від грипу. Скаржитись марно, бо під удар другої хвилі ковіда потрапили і лікарі. Медики й самі йдуть на лікарняні. Навіть викликати швидку допомогу – справжня проблема. Минулого тижня до окупованого Криму перекинули 70 медиків з Росії. А тепер до Сімферополя відряджають бригади швидкої з усього півострова. Тим часом отримати допомогу майже нереально. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у нас тут пожилой женщине плохо, все признаки ковида. А если вызвать скорую, то сколько по времени будет ехать машина? У нас очень много сейчас вызовов, сразу не приеду. Признаки ковида. Вы сделали КТ, у вас тесты есть. Что Мы вообще? звонили, мы хотели записаться на КТ, просто ближайшая запись через неделю, и она, возможно, даже не доживет уже до этого. Может быть, ее нам самим куда-то отвезти в какую-то больницу? Вас никуда не примут сейчас, тем более самих. Комп'ютерна томограма здатна виявити ураження легень, але зробити її в лікарні майже неможливо. Апаратів або бракує, або вони не працюють. Та й більшість фахівців на лікарняному. Єдиний вихід – 2 приватні клініки в Сімферополі. Втім, і туди треба записуватися за кілька днів. І віддати за це приблизно 5 тисяч рублів. Добрый день. Хочу записаться на компьютерную томографию легких. Подскажите, пожалуйста, ближайшая свободная дата, когда у вас? На 8 число в ночное время. В ночное время. А во сколько? С 0:50 первое время и дальше до 5:50 утра. А подскажите, вы круглосуточно делаете компьютерную томографию легких? Ну да. Если 17:10 для вас день считается еще, то 10 число. Обурені люди купчаться в черзі. В дощ чи в спеку їм доводиться годинами чекати прийому. Жаліються на жахливі умови та високі ціни. Ну, я сегодня приехала к 8 утра и оказалась в списке 21-я. Мне сказали, что они сегодня будут работать до 9 вечера, и если у меня есть время, то я могу остаться подождать. Несмотря на то, что еще люди по записи идут. Народ повалил, люди хотят на этом деле заработать, как у нас сезон бывает.
все цены повышаются. Видимо, и они также работают. Где-то в течение недели попадаем уже второй раз. У меня теща там двухсторонняя пневмония была, на улучшение пошла. Жена 10% была. И слава богу, что на улучшение пошло. А здесь стройка идет. Они как назовут, говорят, фамилии ничего не слышно. Строители выгоняют людей. У чергах на КТ люди звідусіль, бо ж робота клінік паралізована по всьому Криму. В Бахчисарайському районі зачиняються навіть дільничні лікарні та пологові будинки, бо хворіють лікарі. А лікарня Бахчисарая тепер цілком перепрофільована для потреб інфікованих COVID-19. Але і там бракує фахівців. А почему в нашем Бахчисарайском районе, такой огромный район, больница есть, поликлиника есть, почему у нас своего КТ там нет, чтобы мы могли спокойно сделать и не вставать в 5 часов утра, чтобы приехали сюда. Здесь и больные, может быть, он и не болен, может болен. Мы же не в театр пришли. Долго приходится ждать, и, может, люди с температурой стоят. Вот это, конечно, возмущает. Стрімке зростання кількості інфікованих в Криму спостерігається вже кілька тижнів. Окупаційна влада оговталася, запровадила масочний режим і тепер почала лякати людей штрафами. Мовляв, без масок не можна ні в автобус, ні до крамниці. Але кримчани доводять зворотне. На зупинках черги людей з відкритим обличчям, а в магазинах немає жодного контролю. Никогда не носила и носить не собираюсь. Ой, извините, это мы так быстро заскочили, идем. Другу хвилю спровокував безконтрольний наплив російських туристів влітку. А тепер в Криму з острахом очікують москвичів. В російській столиці запровадили локдаун, школи, садки та інші установи на карантині. А росіяни за радянською традицією рятуються в Криму. Сейчас я уже получаю информацию от знакомых, приятелей, близких, которые живут в прибережных городах, поселках, что вот уже отмечается наплыв не то чтобы туристов, а людей, которые вот решили переждать или отправить своих детей из Москвы в Крым, чтобы они находились здесь. Никаких ограничений нет, и это, к сожалению, может также отразиться на количестве заболевших. А в окупованому Севастополі в лікарнях залишилося всього 18 вільних місць, звітує окупаційна влада. Легких хворих від завтра відправлятимуть до санаторію «Ізумруд». Владислав Стужук, Заман, АТР. Çok sağ olunuz. Yapılgan bu levha için muhbirlerimizge. Saygılar arkadaşlar, Katende bu ile COVID-19 ile bağlı vaziyet Yaman işgal etilgen Kırım'da ne yazık ki sadece işgal etilgen Kırım'da değil. Biz şimdi canlı bağda Kırım Tatar Milli Meclis azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yolbaşçısı İskender Ağa Bariyev var. Selamun aleyküm İskender Ağa. Aleyküm selam. Akşam şartlarınız hayırlı olsun. Cümlemizge hayırlı olsun. İskender Ağa, mına COVID-19 ile bağlı vaziyetini Kırım'da nasıl olğanını şimdi beraberlikle levhada izledik. Ne dersiniz? Yani sizin alıngan malumatlarınızga göre vaziyet nedeni baret? Çok mu hastalanganlar, bilmeyeyim, sizin yakınlarınız sırasında olsun, tanıganlarınız sırasında olsun. Ekseriyet Kırım Tatarlar olğanını dep aytalar. Bu doğru mu sizce? Біріншіден, şimdi bütün dünyada bu büyük problem, çünkü ilk önce уже второй процесс начался, и об этом говорили ранее, еще весной, что именно осенью, в октябре, где-то в ноябре начнется второй этап распространения коронавируса, и действительно мы видим проблемы и даже в развитых странах, и в европейских странах, и в Америке. И, соответственно, конечно же, этот процесс распространяется активно и на территории оккупированного Крыма. Еще в марте месяце мы предупреждали о том, и я делал обращение к нашим соотечественникам, что нужно быть, во всяком случае, главное не лечение, а профилактика. То есть, в первую очередь, нужно, скажем, держать дистанцию, нужно меньше коммуницировать, нужно одевать и носить маски, чаще мыть руки, обрабатывать руки антисептиками. Что касается самого сознания людей, то мы, конечно же, видим последствия той российской агитации, когда они заявляли, что ковида вообще не существует, что это не проблема. Если помните, они вплоть до того, что допускали или заявляли о таких вещах, что якобы почему в Европе болеет ковидом, потому что это связано там с геями и так далее. На самом деле ковид — это вирусная инфекция, которая непосредственно поражает в первую очередь легкие. И вот даже смотря репортаж в настоящее время,
очереди у людей для того, чтобы провести КТ, то есть компьютерную томографию. На самом деле компьютерная томография не определяет как таковой COVID-19. Компьютерная томография может только показать именно непосредственно поражение легких. А с чем это связано, что люди бегут именно не делать тесты, не делать, не сдавать кровь на антитела для того, чтобы четко определить наличие вирусной инфекции, а бегут сдавать КТ, потому что это связано с тем, что официально в Российской Федерации очень, редко ставят случаи непосредственно COVID-19, а в первую очередь ставят диагноз двусторонняя пневмония. Но поверьте, я имею медицинское образование, хочу всех обратить внимание, что сразу же, когда начинается пневмония двусторонняя у всей семьи, когда практически несколько членов одной семьи начинают сразу заболевать, это уже говорит о том, что это вирусная этиология. И поэтому здесь не столько нужно бежать КТ делать, сколько в первую очередь нужно сдавать тесты и своевременно начинать проводить лечение. Хотя на самом деле мы знаем, и очень много среди родственников, среди знакомых сегодня, я не знаю, практически в каждой уже крымско-татарской семье появляются люди, у которых возникает двусторонняя пневмония. Поэтому, опять же, нужно в первую очередь беречь себя, беречь детей, беречь наших стариков. Мы малочисленный народ. Для нас каждая жизнь на вес золота. И поэтому вот те свадьбы, очень много случаев, когда после свадеб происходит заражение, заболевание. Много случаев, когда после дженазе или после дува. Поэтому воздержитесь от дува, воздержитесь сейчас от свадеб. Потому что после свадьбы потом мы сталкиваемся со случаями, когда те люди, которые посещали свадьбу, вроде бы радовались, и потом встречаются уже на дженазе. И это уже не первый случай, о котором мы слышим. Поэтому сейчас нам нужно сделать все, чтобы защитить наш народ, сделать все, чтобы ковид не распространялся среди наших соотечественников. И, конечно же, правильно было сказано в репортаже, Российская Федерация целенаправленно, направляла отдыхающих на территорию Крыма. Понятно, с одной стороны, нашим соотечественникам нужно было заработать деньги, чтобы прокормить семьи. Но с другой стороны, мы видим другую проблему. Когда этих заработанных денег может не хватить потом на лечение, потому что мы знаем, что и отсутствие препаратов сегодня наблюдается в Крыму, и люди жалуются о том, что не могут купить антибиотики для лечения сопутствующих инфекций, не могут приобрести важные препараты, которые могли бы защитить наших соотечественников. Поэтому еще раз хочу обратить внимание, в первую очередь это профилактика. Едете в автобусах, одевайте маски, не стесняйтесь. Едете, общаетесь с людьми, одевайте маски, мойте руки, обрабатывайте антисептиками. Старайтесь ограничить все-таки дува. Делайте дува онлайн, сейчас есть все возможности. И у меня недавно была годовщина моему отцу, мы также постарались сделать это онлайн для того, чтобы не подвергать опасности наших ближайших родственников. Поэтому я думаю, что нужно, учитывая все современные технологии, делать все, чтобы можно было общаться со стариками, можно было бы коммуницировать детям со стариками, но при этом используйте современные технологии. И не... Да, işte. Акатенде сыйлар кадышлар, мен Ескендір Ғабариевнан айтқан бір сөзінің алтында имзамны қоям, бүгін вазиетте қақыр коронавирус ile бағылы бұл шақа дегел, женазелерге барасыз, дуаларға барасыз, женазеге барған сонда чоқ женазелер олмасын сыйлар кадышлар. Шу себептен өзлеріңізні қорчаламақ мечбуриетіндесіңіз ки бүгін затем бізім сайымыз чоқ yüksek дегел ежғал етілген Қырымда, егерде бір қоранта қалсталанса, біздеріні қорчаламақ да зор olacak. Onun için bugün herkesin hayatı özünün kolunda ve sadece özünün hayatı değil de akrabalarının, ana babalarının, kırtana-kırt babalarının ve ilahri hayatı sadece bizlerin kolunda. O sebepten bazı böyle tedbirlerini sınırlaştırmağa Eskender Ғабариевнан айтқанына göre sınırlaştırmağa tırışınız. Eskender Ağa, men size nevbeteki mesele üzerinde de biraz laf etmege isterim. Tunev'in bu press-konferensiya o'tkarildi de bu demek Kırım'da okupasiyasi boyunca xalqaro platformanın tuzuluvi etrafında müzakereler yürüsetildi ve Milli Meclisinin de bu konsepsiyanın tuzuluvine dahil olması haqda
Эмине Джапар билдирди. Насыл шекилде мejlis бу платформанын түзүлүвүндө иштирак этежек. Энди бир теклифлер келдими офистен, президент офисинден я да тыш иштер назирлигинден? Насыл олажак бу коммуникация? Ну, мен билесем, в настоящее время я, насколько владею информацией, еще как такового оформленного предложения не было направлено непосредственно межлисскому татарского народа. Мы, конечно, со своей стороны готовы к этому процессу, готовы к этому сотрудничеству, потому что на протяжении всех этих лет мы активно участвовали в том, чтобы создавать круг друзей, круг друзей крымско-татарского народа, круг друзей Украины для того, чтобы объединить усилия в борьбе за деоккупацию Крыма. Потому что именно оккупация Крыма является первопричиной нарушения прав, как индивидуальных прав, так и коллективного права крымско-татарского народа. Поэтому мы со своей стороны, в том числе на протяжении 2017 года, инициировали и проводили кампанию и создали уже международное движение за деоккупацию Крыма и солидарность с крымско-татарским народом «Liberate Crimea», которое это движение провело ряд таких международных мероприятий, которые, соответственно, привлекали внимание широкой международной общественности. На днях состоялся исполком Всемирного конгресса крымских татар. И, соответственно, конечно же, Всемирный конгресс крымских татар, он должен быть очень важной составляющей в платформе за деоккупацию, потому что роль диаспоры велика, и нам очень важно, чтобы были скоординированы действия не только крымско-татарской диаспоры, но и украинской диаспоры, и, соответственно, всех уровней, имеется в виду и политического уровня, и общественного, и правозащитного, и экспертного. Поэтому в данном случае... Да. Мына сіз айттыңыз ки, Бутун Дүния Кырым татарлары ижра комитетінің бұл топлашуы олып кечкен, ижра комитетінің топлашуы олып кечті. Бұл кеченлері о президент офисінің айдынлатқан олмайжақ беянаты музакере етілді ма? Бұл ижра комитетінің топлашуында бір реакцияны беклемек керек ме сіздің түшінжеңізге көре? Мен сувальны аңламадым. Насыл реакция, сіз айтасыңыз бұл... Да, сообщение офиса президента с призывом к Меджлису недавно опубликовано. Здесь речь идет о том сообщении, которое было. Оно, конечно, было связано с рядом мероприятий, которые были проведены в преддверии, в частности, в том числе и с выступлением председателя Меджлиса крымско-татарского народа, в связи с проблемой, которая связана с гражданами Украины, среди которых в том числе и есть представители крымско-татарского народа, это женщины и дети, в связи с тем, что они оказались в лагере беженцев на территории Сирии. Буны білеміз, ама насыл шекілде язылғаны или бағлы, сіз білесіз, чоқ бойлы эмоциялар пейда олды, чоқ бойлы ачулар пейда олды. Бұл мәселе мұзакиретілді ижра комитетінің топлашуында? Бір позициямыз? Біз Крым-татар Милли Меджлисин президиум топланды, и Крым-татар Милли Меджлис президиум адындан біз бір беанат яптық. Бұл беанат içinde біз көстердік. Біріншіден біздерге керек Крым-татар Милли Меджлис, Крым-татар Милли Меджлисин рейсі бұл ресми орган, бұл темсили орган тамыр халқының, Крым-татар халқының ресми орган. Onun için evet Крым-татар Милли Меджлис'te ve Крым-татар Милли Меджлис'inin reisinde bu kompetansiya var. Bu Крым-татарлар hakkında nerede olsa da Suriye'de ya da Türkiye'de ya da Almanya'da ya da bilmem başka memleketlerde eğer problem çıksa bizlerge gerek и biz yardım edeceğimiz bu iş nazırlığına başka hükümet organlarga
bu problemlerin çözmek için biz tırışacağımız ve yardım edeceğimiz ve bu mesele yüksek seviyeye götüreceğimiz. Мына бөлек көрінеке, бүгін Украинаның яны үкімет темсі яны дегел, енді бірді елдан чоқ олды оларының кеткендері. Bir yıldan ziyade olarak Bir çalışıyor. yıldan ziyade ola, ama galiba da böyle diyalog tızılığını biz көрмейміз, ya da mana öyle keli, mına akılınızda mı böyle Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ittifakdaşlık сотрудничество fermanı böyle ukaz çıkması gerek edi. Lakin o da olmadı. Olacağına umut etesiniz mi? Böyle bir fermanın imzalacağına Prezident Zelenskiy'nin işancınız var mı? Evet, bakınız bu Ukrayna'nın kanun boyunca Milli Meclis, Kırım Tatar Milli Meclisi bu resmi organ. Çünkü 2014 senede 20 Mart'ta bu bir постанова Yukarı Şurası, Ukrayna Yukarı Şurası постанова kabul etti. Bu постанова içinde Kırım Tatar Milli Meclisi bu resmi organ. Bu icra kurultayın icra organ ve resmi Ukrayna'da. Bu birinciden. İkinciden aman bir büyük problem var. Çünkü kanuni bakanda bu eğer bu Tamır halkının kanun olsa da bu mesele tez çözecek. Çünkü kanun boyunca bu resmi organların arasında nasıl bu komünikasyon olmak gerektir. Onun için evet, birinciden problem bu kanun problem. Yakın zamanlarda bizlerge bir kampanya, advokasyon kampanya yapmak gerek. Çünkü siyaset mesele değişir. Tüney'in Poroshenko prezident edi, bugün Zelenskiy, yarın olabilir da kim olacak? Aman biz Ukrayna'nın tamır halkı olanız. Bizde temsili organlarımız var. Birinciden bu Milli Meclis. Onun için bu Milli Meclis Ukrayna kanun içinde olmak gerek. То есть должен быть в правовом поле. И должны законодательно быть урегулированы взаимоотношения. Потому что мы много можем говорить об указе президента, мы можем говорить о Совете представителей и так далее, но когда законодательно будут прописаны все эти моменты, то, соответственно, и президент Украины, и любое другое государственное ведомство, оно должно будет, соответственно, коммуницировать и взаимодействовать с представительным органом. И в этом, в первую очередь, мы должны добиваться. Bularının gerek olğanı anlaşıla ve bu mesele üzerinde çalışmalar alıp barılması gerek olğanı anlaşıla ki alıp barılğanını da bilemiz. Fakat Kennedy açık sual tura. Zelenskiy buna hazır mı ya da yok? Bir dakika. Но опять же, кроме Зеленского, я говорил неоднократно, есть законодательная инициатива у депутатов. Поэтому моя принципиальная позиция. Мы направили или обратились к Зеленскому, у которого есть законодательная инициатива. И если он не исполняет или не работает в этом направлении, то, соответственно, мы должны вести активную адвокационную работу среди депутатов, регистрировать проект закона о коренных народах. Именно хотя бы этот один закон, но он должен быть комплексный. И таким образом создавать информационную, скажем, информационный пул такой для того, чтобы украинское общество, украинские эксперты поддержали это направление и чтобы в ближайшее время был урегулирован этот вопрос. Я думаю, мы в том числе должны работать с нашими международными партнерами, дабы показать нашу поддержку крымско-татарскому народу в том, что вопрос урегулирования коллективных прав крымских татар, он должен быть завершен в Украине. Çok sağ olun Eskender ağa, bizle bağlanğanız için. Kırım Tatar Milli Meclis azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yılbaşçısı Eskender Bariyev bizle canlı bağdaydı. Sayılı arkadaşlar, men ise bu bölükni yakunlamak mecburiyetindeyim. 5 dakikadan sonra TR telekanalının yayınını Zaman informasyon programması Ukrayna tilinde devam etti. Seyretini sonra biz bu studiyaga qaytacağımız ve sonki ve en aktual haberlerini muzikere etmeye devam edeceğimiz. Görüşkence.